Без прокурора. Где прокурор? Покажите, пожалуйста, бумажку мне. Встречают приставов с агрессией или вовсе не открывают двери. Такие рейды по республике проходят каждую неделю. Этот житель Нижнекамска, по его словам, вообще не знал, что на него заведено судебное производство. Говорит, помогает семье. А эта женщина из Альметьевской вовсе лишена родительских прав. Дочь воспитывается в приемной семье. Она задолжала ей 177 тысяч рублей. До какого состояния надо дойти, чтобы не помнить своих детей? Я уже забыла. Год назад для взыскания долгов в Татарстане была создана межведомственная группа. Судебные приставы, прокуратура, полиция, ГИБДД работают сообща. 165 миллионов рублей удалось взыскать за полугодие. Перспектива лишиться своего имущества побуждает многих к погашению задолженности. Один из недавних случаев, когда арест автомобиля заставил должника выплатить 1,5 миллиона рублей алиментов. В рамках более 12 тысяч исполнительных производств обращено взыскание на заработную плату у должников на сумму 1 миллиард 160 миллионов рублей. И также за отчетный период заведено 2230 дел по розыску должников. Действенная мера – погасить долги и лишение водительских прав и ограничение выезда за пределы страны. Более 16 тысяч татарстанцев не смогли выехать за границу. Судебные приставы описали классический портрет неплательщика. Как правило, это мужчина от 30 до 42 лет. Таких в Татарстане свыше 11 тысяч человек. Есть списки неплательщиков и женщины. В их отношении заведено больше 2500 исполнительных производств. Речь идет о родителях, которые ведут, как правило, асоциальный образ жизни, алкоголизированных родителях, родителях, которые не имеют постоянного места работы. Достаточно тяжелый контингент, но тем не менее. Здесь должны быть употреблены все усилия для того, чтобы дети данной категории все-таки алиментные обязательства, алиментные средства от своих родителей получали. Долги по алиментам остаются сейчас у 20 тысяч человек. В деньгах это более 2,5 миллиардов рублей. Если в течение года найти должника не удается, взыскатель может обратиться в суд о признании его пропавшим без вести. В таком случае ребенок сможет получать пенсию по потере кормильца. Анна Городова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.